День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах выпуска. Мир будет тогда, когда цели будут достигнуты. Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции. Россияне прислали порядка 3 миллионов вопросов. Республика продолжает отправку техники в зону специальной военной операции. Так, в ближайшее время отправят 5 машин для бойцов якутян. Порядка миллиарда рублей направят в Якутии на субсидирование внутренних авиаперевозок в 2024 году. 600 миллионов рублей из этой суммы предусмотрены на перевозки до Якутска и арктических райцентров. Ледовую переправу Хатас-Павловск открыли в Якутии. Движение разрешено для автомобилей массой не более 3 тонн. Глава дипмиссии в России презентовали спортивные игры «Дети Азии». Соревнования пройдут в Якутске с 24 июня по 7 июля следующего года. 4 часа и 4 минуты продлилась объединенная прямая линия пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Всего из 3 миллионов вопросов Путин успел ответить на 67, как от граждан, так и от журналистов. Традиционно в начале президент коснулся экономической тематики. Российский лидер отметил, что рост ВВП России к концу года ожидается в 3,5%. По его словам, это хороший показатель. Путин подчеркнул, что экономика страны отыграла падение прошлого года и теперь идет вперед. Безработица в стране снизилась до 2,9%. Такого ранее не было в истории России. Президент также напомнил об увеличении МРОТ с начала следующего года на 18,5%. Это высокая консолидация российского общества. Второе – это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партнеров, если по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. Ну и третье, безусловно, это возрастание возможностей нашей силовой составляющей. Ситуация с ростом цен на яйца и куриное мясо стала следствием сбоя в работе правительства. В ближайшее время она улучшится, заявил президент России Владимир Путин. По данным Росстата, цены на яйца в России с 5 по 11 декабря повысились на 4,6%, с начала года на 46,2%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке. Для стабилизации ценовой ситуации Минсельхоз предложил при этом обнулить таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня следующего года. Это позволит ввести более миллиарда штук яиц. Что произошло? Вот спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные. А у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают. Минимум 2 недели назад вот эти разговоры с Министерством сельского хозяйства имели место быть. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена. Следующий блок вопросов и ответов посвятили специальной военной операции. Путин отметил, что цели СВО не меняются. Задача денацификации Украины остается актуальной. По словам президента, мир на Украине наступит тогда, когда Россия достигнет своих целей. Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на 2-3 года, так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, но у них просто там на год, на более короткий срок. Но все вместе будет под 500 000 человек вот до конца текущего года. Зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. По словам президента, в 2023 году по контракту в российскую армию уже набрано 486 тысяч человек. 14 мобилизованных получили звание Героев страны.
Путин отметил, что необходимости в новой мобилизации нет, при этом отметил также, что добровольцы в СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с военными. Я понимаю, что он такой чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, вот поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям, мобики. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют, ребята. Просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. 14 героев России. Я уже не говорю про другие медали, ордена другого достоинства. Значит, ну, сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий, ну, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось. И люди очень востребованы. 41, по-моему, тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста по здоровью и так далее. Президент затронул тему спорта. Владимир Путин назвал решение Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям полным извращением идеи олимпийского движения. Президент предложил спортсменам из России внимательно проанализировать условия МОК перед тем, как принимать решение об участии в международных турнирах. По мнению Путина, сами спортсмены, Минспорт и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение по участию в международных соревнованиях. При этом он подчеркнул, что российские спортсмены тренируются годами, их знают даже без флага. Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, это полное противоречие и извращение идей Пьера де Кубертена. О, спорт – ты мир. Спорт для того и создавалось олимпийское движение, чтобы он объединял людей, а не разъединял их. А современные международные чиновники, они слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Но там и внутренних проблем достаточно. Если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма, она страдает сегодня. Напомню, в этом году форматы прямой линии и большой пресс-конференции президента страны были совмещены. Глава государства ответил на вопросы как представителей СМИ, так и россиян. Мы поинтересовались у якутян, какие ответы они выделили больше всего. Выступление президента мы смотрели всей семьей, так как нам не безразлична судьба нашей страны, наших детей, ну, даже нашей семьи. Что понравилось, запомнилось, это, конечно, отрадно, что наш президент, он поддерживает наше образование, развитие детей, молодежи. Сегодня в нашей стране открывается множественное количество образовательных учреждений, учреждений для развития, свободного пространства, локаций для молодежи. Хотелось бы, чтобы и в нашем районе поддержали эту инициативу, открылись свободные пространства для молодежи, подростков. Это очень важно для народа, для всех, я думаю, для президента, чтобы он знал, как народ живет, какие проблемы у него. Вот. И это очень важно, конечно, для народа, что президент о них думает. Мне кажется, президенту важно услышать обратную связь, что считает народ, что считают обычные граждане. То есть, как ведется работа с людьми. И что людям интересно, чего они хотят, вот, что им нужно. Вот, то есть я тоже пытался задать вопросы и пытался отправить сообщение, но у меня связи на работе нет. Не получилось этого сделать. То есть мне важно развитие для нынешнего поколения, патриотизма, развитие того, чтобы детям показывали, что такое хорошо, что такое плохо, прививали вот именно патриотизм и развивали вот это в наших детях, помимо спорта, помимо здорового образа жизни, чтобы это все было. Вот. То есть у меня вот был вопрос на это поставлен. Но очень важен и нужен, чтобы разъяснить ситуацию, что происходит у нас в России. Очень даже приветствую этот формат. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Это итоги недели, мы продолжаем. Якутия продолжает отправку техники в зону специальной военной операции. Так, в ближайшее время отправят еще 5 машин для бойцов якутян. Автомобили были переданы различными ведомствами и предприятиями Всероссийскому общественному движению «Народный фронт за Россию». Подробности расскажет мой коллега Тимур Колмогоров. Общественное движение «Народный фронт» совместно с органами власти республики уже не в первый раз отправляют технику в помощь бойцам-якутянам. Машины высокой проходимости в пригодном состоянии предоставляются различными общественными организациями и предприятиями Якутии. Хочу сказать, что очень важно, что сейчас общественники работают с органами власти вместе. Большое спасибо правительству республики, что оно помогло отремонтировать эти машины. И мы, вот именно используя такую практику взаимодействия органов власти и общественников, будем сейчас продолжать работать. Транспорт проходит полное техническое обследование и переоборудование в зависимости от его состояния. Работы проводились силами предприятия транспортного комплекса Республики Саха-Якутия. Ремонтные работы у нас проводились текущие, как это проверка и диагностика двигателей ходовой части и трансмиссии автомобилей, также и до оборудования автомобилей, навесным оборудованием, как силовые бампера, либо грязевые колеса, новые детали такие и такие дополнительные необходимые оборудования, как блокировки и так далее для машин, которые требуются для жесткой эксплуатации автомобилей. Кроме помощи техникой, граждане республики отправляют в зону спецоперации к нашим землякам все нужные вещи, так необходимые в зимний период. Вот у нас в каждой машине сейчас загружено, вот люди приносили нам носки, вяжут, одеяло, очень нужны сейчас нашим бойцам. Вот здесь у нас лекарства, здесь у нас письма от ребят, школьников, нашим бойцам. Это очень сейчас важно и нужно нашим ребятам на передовой. 5 машин у нас будет уходить через неделю еще дополнительно. И мы тоже можем загрузить в эти машины эти вещи. Они дойдут до наших ребят. Автомашины республики с сегодняшнего дня будут направлены в Невенгри, а в дальнейшем по железной дороге до Ростовской области. На следующей неделе уже планируется отправить в зону спецоперации еще 5 единиц техники. Тимур Колмогоров, Иван Саракаумов, Якутск. В республике продолжают оказывать меры поддержки участникам СВО и членам их семей. По последним данным, 94 участника военной операции и 271 близкий родственник прошли реабилитацию. 193 человека воспользовались санаторно-курортным лечением. Также участники СВО и члены их семей могут воспользоваться юридической и психологической помощью. Помимо этого ведется работа по содействию в трудоустройстве участников СВО и членов их семей. По всем вопросам от бытовых до достаточно глобальных жизненных ситуаций необходимо обращаться к заместителям глав по социальным вопросам, которые окажут любую помощь и взаимодействие в пределах 2 дней с любым республиканским органом государственной власти, в том числе федеральным органом государственной власти при разрешении тех или иных вопросов. Перейдем к другим темам. Свежее мясо, молочная продукция, ягоды напрямую от поставщиков по доступным ценам. В столице Алмазного края открылась традиционная зимняя сельхозярмарка местных производителей. С ассортиментом знакомилась и наша съемочная группа. В этом году на выставке ярмарки сельхозтоваропроизводителей «Алмазная провинция» попробовать свою продукцию предлагают фермеры Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского и других близлежащих районов. Места для них в торгово-имущественном комплексе «Юбилейный» предоставили бесплатно. Она всегда проходит предновогодние недели для того, чтобы наши жители Мирнинского района могли купить те деликатесы якутские, настоящие, которые будут лежать у них на новогоднем столе и радовать их семьи. И сегодня цены, я хочу сказать, что не сильно изменились по сравнению с прошлым годом, что не может не радовать. Бывают, конечно, ситуации, когда к нам приезжают и привозят по очень высоким ценам какую-то продукцию. Но сегодня очень лояльные, демократичные цены, поэтому всех ждем. Ну и прошу не забывать, это рынок, наверное, можно торговаться все-таки. На ярмарке все желающие могут не только купить свежие продукты Алмазного региона, но и просто продегустировать. Покупателей же радует, что цены на свежее мясо приемлемы по местным расценкам.
Спасибо большое организаторам таких ярмарок, которые у нас проходят ежегодно в преддверии Нового года. Здесь можно приобрести всю необходимую продукцию сельхоз, которую производят наши местные производители. Очень здорово, что действительно есть такие ярмарки. Да? Я вот уже купила все, что мне было необходимо. Ассортимент большой, но каждый год привозят вот, в ближайшие улусы. Да? И, конечно же, очень нравится. Я, допустим, покупаю масло всегда, каждый год на ярмарке. Вот. И много всего. И очень классно, что каждый год нам приезжают перед Новым годом. Это как бы вообще замечательное мероприятие. И вообще вот такие юбилейные, да, вот проводят каждый год. И украшают все тут так торжественно все проходит. Супер. В свете последних событий сегодня на выставке ярмарки был высокий спрос на свежие яйца местного производителя. Не остались без внимания и продавцы свежей рыбы и ягод. В целом, за 3 дня продажи жители алмазной столицы смогут закупиться свежей продукцией не только на новогодний стол, но и на всю зиму. Анна Васильева, Мирный. Тем временем Нерюнгринская птицефабрика расширяет производственные площади и наращивает объемы. Инвестплан поэтапного развития включил в себя обширный комплекс по реконструкции и модернизации объектов, обновления ремонт цехов и техническое перевооружение предприятия. Все подробности знает Ирина Жданова. Реализация инвестиционного плана рассчитана на 5 лет. В прошлом году был запущен цех воздушно-капельного охлаждения. В следующем году запланирован ремонт и замена оборудования в птицеводческих цехах, где содержатся куры-несушки и цыплята-бройлеры. Все это позволит увеличить объемы производства и улучшить качество выпускаемой продукции. Мы планируем закупить, значит, и запасные части к этому оборудованию и, значит, запустить еще один цех для цыплят-бройлера, для содержания цыплят-бройлеров в связи с тем, что у нас вот новый инкубационный цех, который увеличивает, соответственно, выпуск цыплят, да, объемы будут увеличиваться. Новый инкубационный цех будет запущен уже в феврале. Новые закладочные камеры рассчитаны на 16 128 яиц каждая. Здесь яйца хранятся 18 суток, после чего на 3 суток перемещаются в выводные камеры. Новые камеры полностью автоматизированы. На приборах устанавливаются все необходимые параметры – температура, влажность, а также период времени, через который лотки с яйцами будут автоматически переворачиваться. Своей продукцией птицефабрика снабжает не только Нерюнгри, но и другие районы республики и близлежащие регионы. Ценовая политика предприятия отличается стабильностью. За последнее время цены увеличились не более чем на 10%. Ну, я считаю, что здесь всегда свежая продукция. Может быть и заморозка, может быть и полузаморозка. Яйца, в принципе, цены такие же остались. Ценовая политика, мне кажется, одинаковая, как была раньше. Собственно, я довольна этой продукцией. Целевая задача птицефабрики в ближайшие 4 года повысить производство яиц до 38 миллионов штук в год, а мясо бройлеров до 4,5 тысяч тонн. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Росавиация объявила результаты проведения отбора авиаперевозчиков для обеспечения доступности воздушных перевозок населению в 2024 году. Среди получателей субсидий авиакомпании, осуществляющие рейсы в Якутию. Как сообщил региональный Минтранс, в 2024 году субсидии на перевозки льготных категорий граждан получат авиакомпании «Якутия» на маршруты из Якутска во Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Минеральные воды, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Южно-Сахалинск, из Нерюнгри в Москву и Новосибирск. Авиакомпания «Алроса» из Мирного в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск, а также из Полярного в Москву и Новосибирск. И авиакомпания «Аэрофлот» из Якутска в Москву. В следующем году субсидированные внутрирегиональные и внутрирайонные авиаперевозки в Якутии ожидается на уровне порядка 1 миллиарда рублей.
Об этом сообщил председатель Госсобрания ЛТУМЭН Алексей Еремеев. Практически 1 миллиард рублей из собственного бюджета на 2024 год предусмотрели на субсидирование внутриреспубликанских и внутриулусных авиаперевозок. Если быть точнее, более 600 миллионов рублей на перевозки от Якутска до улусных центров Арктики и более 300 миллионов на внутриулусные перевозки. С 11 декабря официально открыта ледовая переправа между Якутском и Мегино-Кангаласским районом. Напомню, что еще на прошлой неделе о возможности пересечения реки на автомобиле специалисты ГИМС и Управдора говорили с осторожностью. Для того, чтобы дислокация с одного берега на другой не превратилась в реальности в строки «кому память, кому слава, кому темная вода», все это время на реке Лени велись работы по увеличению толщины ледового покрова. Чем это закончилось и когда большегрузы смогут переправляться с берега на берег, знает моя коллега Надежда Саханская. Первая колонна из автомобилей уже выстроилась в ожидании открытия переправы. По сравнению с прошлым годом, в этот раз эксплуатацию объекта Хатас и Павловск запустили гораздо позже из-за сложившихся погодных условий. И то приходилось дополнительно намораживать ледовый покров. Намораживание льда производится помпой на базе трактором ТЗ-82. И на торосах работают 2 бригады. Они заливают мотопомпами. Сейчас минимальная толщина льда на участке составляет 35 сантиметров, так что движение разрешено для автомобилей общим весом не более 3 тонн. Впрочем, о безопасности водителей не забыли. Переправа оборудована с обоих берегов. Полностью переправа обустроена, установлены знаки, скоростным режимом 20 км в час. В целом оборудовано с 2 сторон, с левого берега и правого, пунктами весового контроля. Грузоподъемность на переправе будут поднимать поэтапно. Как сообщает Минтранс Якутии, ориентировочно с 20 декабря по ледовой переправе Хатас и Павловск разрешат движение транспорта до 20 тонн. С 28 декабря до 30 тонн, а с 6 февраля до 40 тонн. С 5 же января заработает автозимник Якутск-Нижний Бестях. С 13 января там грузоподъемность увеличат до 20 тонн, с 20 января до 30 тонн, с 5 февраля до 40 тонн. Для того, чтобы инстинкт самосохранения был выше желания оказаться на том берегу, Управлением автодорог республики организована на берегах реки Лены круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация. И хотелось бы отметить водителям передвигаться только по официальным открытым ледовым переправам с соблюдением тоннажа. И после всех необходимых процедур и проверок автомобили начинают свое движение по только что открывшейся переправе. Максимальная толщина льда по направлению Хатас и Павловск со временем должна составить 80 сантиметров. Надежда Саханская, Алексей Степанов, Павел Пахомов. Хатасы. Тем временем в Хангаласском районе сложилась проблемная ситуация с автобусами, как с внутригородскими, так и с межпоселенческими. Люди вынуждены искать альтернативные способы передвижения, тратя большие суммы на такси или вовсе добираясь пешком в крепкий мороз, что может быть чревато. В ситуации разбиралась моя коллега Виолетта Засимова. Микрорайон Молодежный расположен при въезде в Покрос и находится в значительном отдалении от центра города. Здесь преимущественно живут молодые многодетные семьи. При этом ни один маршрутный автобус сюда не заезжает. Ой, добираемся очень плохо, девка. Скажем, или мы пешком до Реса. Рес у нас остановка 9 получается. Или же вызываем такси. Такси у нас цены, это индрайвер, получается, варьируется от 200 до 300 рублей. А до Реса сколько примерно идти? Где-то 20-30 минут. В этом году по просьбе жителей одна маршрутка все же начала заезжать в микрорайон. Но продлилось это всего месяц, с августа по сентябрь. Далее перевозчик, компания «Атлант Авто» прекратила заезд в связи с окончанием дачного сезона и низким пассажиропотоком. Летом нам особо автобус не нужен, получается. Зимой нам обязательно нужно, потому что у нас гаражи на заморозке стоят и на такси у нас особо дорого получается. Еще более непростая ситуация сложилась в Верхнем Бестяхе. Суть в том, что львиная доля жителей села работают в поселке Махсагалохи, в Якутцементе, и ездят туда ежедневно на маршрутке. Но вот уже 2 месяца вечерние рейсы не выполняются. Перевозчик вновь компания «Атлант Авто».
В данное время не можем согласовать с ними расписание автобусов. Днем, значит, расписание у нас более-менее вроде бы устаканено. Вечерние рейсы, нас более интересуют вечерние рейсы, потому что работники не могут добраться ни с работы вечером, ни уехать в вечернюю смену на работу. Одной из жительниц Бестяха, которую напрямую затронула ситуация с отменой вечерних рейсов, является Ирина Сергеева. В ее семье 3 человек, в том числе она, работают в Якутцементе. Нам приходится ездить на такси. Это получается, у нас 3 человека ездят в смену. И с каждого по 4 тысячи в месяц только на такси, помимо автобуса мы тратим. Автобус нам завод оплачивает, а такси не оплачивает. Это получается, на 3 у нас выходит 12-13 тысяч, когда как. Мы за эту сумму можем снять квартиру в Махсоголохе, но мы любим свое село, мы хотим жить здесь и хотим ездить так же, как раньше ездили. Мы вышли на перевозчика, компанию «Атлант Авто», чтобы выяснить, что у них происходит. Как оказалось, вечерние рейсы по маршруту Махсоголох-Бестях были сняты из-за загруженности водителей. У нас 3 маршрута рабочих: 113, 114 и 110. На них задействованы 3 водителя каждый день. Они, получается, вот в 5 утра уезжают уже, как говорим, и будут ездить до 10 вечера, получается. И у этих 3 водителей нет понятия дневная или вечерняя смена. Их просто некому заменить. Кадровое голодание, как говорится, по всей республике, наверное, это. Водителей D-категории совсем мало, никто не хочет идти работать. Из-за этого у нас водители все пенсионного возраста, и вот они не могут на 2 смены никак работать, не хватает. Действительно, сейчас остро стоит кадровый вопрос с водителями маршруток. Молодые люди не хотят брать на себя ответственность за перевозку людей и техническое состояние казенной машины. «Атлант Авто» для полноценной работы на всех линиях не хватает как минимум 2 водителей с категорией D. Всего по Улусу курсируют автобусы только 2 перевозчиков – «Атлант Авто» и индивидуальный предприниматель Елена Игнатьева. Последняя обслуживает лишь город Покровск и по ситуации с микрорайоном Молодежный высказалась в пользу заезда. В случае, если власти финансово поддержат, АГАИ выдаст спецразрешение. При этом заезд в микрорайон при положительном исходе ситуации будет осуществляться именно в зимнее время. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. В Якутске поменяли схему движения некоторых автобусов. Маршрут номер 8 временно приостановлен после многочисленных жалоб горожан на систематические нарушения установленных графиков движения. Улицы, по которым ранее осуществлял движение городской маршрут номер 8, обеспечиваются действующими городскими и пригородными маршрутами. В район Речного порта запускается городской маршрут номер 1, который будет усилен новыми автобусами большого класса. Новая конечная маршрута будет находиться также в Речном порту. Транспортное обслуживание по прежнему маршруту автобуса номер 1 по улице 50 лет Советской Армии обеспечивается 5 маршрутами. Номер 6, номер 15, номер 19, номер 35 и номер 111. В районе паромной переправы, куда ранее ходил первый маршрут, ездят автобусы номер 111 и 19. В Якутске открыли теплые остановки на проспекте Ленина. Это кинотеатр «Лена», Центральная и площадь Дружбы. Помимо теплых установлены 9 автобусных остановок открытого типа. Напомню, что установка теплых автобусных остановок проведена в рамках капитального ремонта проспекта Ленина, который реализован по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Подробности расскажет Даяна Федорова. Теплые остановки выполнены из стекла, имеют 2 инфракрасных обогревателя и тепловую завесу. Внутри них установлено энергосберегающее освещение, электронный модуль с маршрутами, картой города, Wi-Fi роутером и USB-портом для подзарядки смартфона. Цифровой экран будет запущен на днях после установки цифрового обеспечения. Согласно техническому заданию, температурный режим внутри остановки должен составлять не менее плюс 10 градусов, вне зависимости от наружной температуры воздуха. Эти остановки были привозные, но в ходе монтажа была проведена еще дополнительная работа по их утеплению, модернизации, для наших условий, потому что они делались где-то порядка до минус 30 градусов. Сейчас они работают до минус 50 градусов, чтобы комфортная температура поддерживалась для людей, которые стоят в остановке, ожидают транспорта. Внутри каждой теплой остановки установлены кнопка вызова полиции и видеокамера. Летом будут работать кондиционеры, поэтому в летнюю жару в них будет прохладно. Генподрядная организация во время работы столкнулась с некоторыми сложностями, в том числе и с подвозом комплектующих.
Были нюансы у нас с наружным освещением. Нам пришлось пересмотреть проектные решения. Также мы сталкивались с тем, что работы приходилось делать, которые, мы столкнулись с такими работами, которые вообще не свойственны нам никогда. Мы, значит, и археологией занимались на этом участке. Вот. Тем не менее, все проблемы устранены, и остановки уже введены в эксплуатацию. Жители и гости столицы оценили новые теплые остановки. Конечно, тепло. Даже варежки сняла. Спасибо. Очень даже хорошо для наших условий. А то пока бежишь, уже вся устыла. Да, конечно, у нас же постоянно 40 минут же. Конечно. В некоторые автобусы по 20 минут ждем, если пропустил. Очень удобно. Отметим, что торговлю внутри теплых остановок не ведут, так как общая площадь составляет всего 24 квадратных метра, а также температурный режим не позволяет вести подобную деятельность. Общая площадь остановки открытого типа 12 квадратных метров. Даяна Федорова, Иван Сорокаумов, Якутск. В текущем году в Якутии благоустроили 86 общественных и дворовых территорий. Это набережные, зоны отдыха, парки и скверы, детские и спортивные площадки в 33 муниципалитетах. Всего за последние 5 лет в 60 городах и сельских поселениях республики появились 52 новых общественных пространства и 399 благоустроенных площадок для отдыха и досуга у дома. Значительно ускорились темпы и благоустройства, и расширить его географию удалось за счет синхронизации 2 федеральных проектов – формирования комфортной городской среды и 1000 дворов. Программа «Комфортная городская среда» – это федеральная программа. Она появилась у нас благодаря поддержке Владимира Владимировича Путина. Конечно, в 2024 году хотелось тоже отметить, мы являемся победителями 23 общественных пространства. И, конечно, сейчас реализуются еще полномасштабные 3 проекта по площади Ленина, набережной Сайсары, набережной Романа Дмитриева. Привлечено около 1,5 миллиарда рублей. Создавать лучшие условия для комфортной жизни якутян. Именно так реализуется социальная политика «Алроса». За счет якутской алмазной компании по всей республике строятся дороги, мосты, жилые дома, объекты образования, культуры и спорта. Как это происходит, расскажем в следующем сюжете. Улучшение качества жизни населения республики – приоритет социальной политики Якутской алмазной компании. «Алроса» принимает непосредственное участие в строительстве социальных объектов по всей республике. Свою поддержку компания оказывает в виде выплат дивидендов и налогов в региональный бюджет, а также через спонсорские контракты, собственные социальные проекты и добровольные пожертвования в целевой фонд будущих поколений Якутии. Миллиарды рублей, которые приносят якутские алмазы, мы вкладываем в будущее Якутии, в детство и юношество, в здоровье, в сохранение самобытных национальных культур народов, проживающих в республике. В общей сложности мы уже построили и отремонтировали более 30 больниц и реабилитационных центров, школ и детских садов, дворцов культуры и спорта, других объектов, которые радуют и приносят пользу жителям разных сел и городов. В активе «Алроса» десятки и сотни важных для жителей Якутии проектов. Участие «Алроса» в жизни Якутии по поддержке инфраструктурных проектов является одним из ключевых драйверов развития республики. Именно поэтому компания вот уже 30 лет сотрудничает с целевым фондом будущих поколений республики. Финансовые вливания «Алроса» в проекты фонда исчисляются миллиардами рублей. На этих средствах в 30 улусах республики были построены и отремонтированы школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, больницы, реабилитационные центры и жилые дома. С 2011 года акционерная компания «Алроса» оказала финансовую поддержку Якутии на сумму более 10 миллиардов рублей. Важность и необходимость постройки того или иного социального объекта определяет целевой фонд будущих поколений. Естественно, у них разработана программа во имя будущего, в рамках которой они двигаются, а мы помогаем этому всему реализовываться. В
числе крупных введенных объектов за счет Алроса дворец культуры и духовного развития в селе Намцы, культурный центр Тойон-Мирю в селе Барагонцы, республиканский реабилитационный центр в Якутске, больничный комплекс в поселке Батагай, многофункциональный комплекс в селе Майя, учебно-лабораторный корпус Малой академии наук Якутии и другие. Строится парк будущих поколений в Якутске. С компанией «Алроса» мы уже взаимодействуем давно. Такое на регулярной основе, получается, уже у нас было соглашение с 2011 по 2020 год на 10 лет. А сейчас мы работаем в рамках договора с 2021 года по 2025 год. Ну и, соответственно, ежегодно нам компания перечисляет определенную сумму. Ну и есть еще и сверх этого тоже сумма появляется в различных ситуациях. Вот, поэтому мы благодарим компанию «Алроса» за такое многолетнее сотрудничество и надеемся, что наше сотрудничество даст такие плоды в виде нашего устойчивого развития нашей республики. Алроса ежегодно реализует свыше 500 различных социальных проектов, и их финансирование достигает порядка 7 миллиардов рублей ежегодно. Эти средства направляются на строительство транспортной инфраструктуры, социальных объектов. Все эти проекты объединяют общая задача – это развитие в республике центров и точек притяжения, чтобы жизнь в Якутии становилась все более комфортной, чтобы дети связывали свое будущее с республикой. Туяр Гаритонова, Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск. Нерюнгринский медколледж продолжает держать высокий уровень подготовки и обучения будущих медицинских работников. Свидетельством тому стали ряд серьезных побед в различных конкурсах. Подробности в нашем следующем материале. Кроме того, что на базе Нерюнгринского медицинского колледжа регулярно проводятся различные мероприятия республиканского уровня, такие как Обилимпикс, профессионалы и многие другие, колледж принимает самое активное участие в различных конкурсах регионального и федерального уровня. Так, накануне колледж стал обладателем гранта главы республики для профессиональных образовательных организаций в номинации «Лучший в образовании». Всего приняли участие более 20 средних профессиональных организаций нашей республики. И победителями вышли 7 колледжей, в том числе и мы. Деньги гранта пойдут на поддержку обучающихся. Наши студенты очень активны, принимают активное участие во всех мероприятиях, конкурсах, олимпиадах. Поэтому вот эти средства, согласно календарного плана, будут направлены на их поддержку. Это и чемпионатное движение, конкурсы профессионального мастерства, это материальная поддержка студентов, которые обучаются на отлично. Заслуженным признанием работы колледжа по трудоустройству выпускников стало 3-е место во всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи, объявленном Министерством труда и социальной защиты России. Выступали с темой «Учебная производственная практика и трудоустройство». Так как наш колледж трудоустройством занимается очень давно и регулярно, у нас эти вопросы, в общем-то, отработаны, и мы занимаем лидирующие места по итогам года. В 2022 году у нас было 100% трудоустройство. И, в общем-то, приглашение, наверное, на очный этап и участие в этом конкурсе свидетельствует о нашей работе. Материально-техническая база медколледжа постоянно обновляется. Появляются новые лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием. В этом году эта работа будет продолжена благодаря субсидии, полученной в рамках реализации мероприятий по социальному развитию центров экономического роста субъектов, входящих в состав Дальневосточного округа. В этом же году мы получили грант в размере 10 миллионов 800 тысяч на создание 2 новых мастерских по специальности акушерское дело и лабораторная диагностика. И с 1 сентября по специальности лабораторная диагностика мы уже сделали набор студентов. У нас обучается 25 человек на бюджетной основе. Сейчас идет оснащение мастерских, и открытие этих мастерских мы планируем уже в марте 2024 года. Еще одну награду Нерюнгринскому медколледжу принесла преподаватель Яна Гречишкина, получив специальную премию целевого фонда будущих поколений Якутии в размере 100 тысяч рублей и став одной из 100 лучших работников среднего профессионального образования республики. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри, Якутия.
день за днем. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Состоялось торжественное закрытие года педагога и наставника в Якутске, в столице республики. За этот год состоялись различные мероприятия. Это фестивали, семинары, чествование педагогических династий и многое другое. На торжественном закрытии состоялась церемония награждения 55 педагогов и наставников за выдающиеся заслуги. Подробности в нашем следующем материале. В рамках закрытия года педагога и наставника развернулась выставка художественных картин педагогов и детских рисунков. Также учителей поздравили яркими танцевальными и торжественными номерами. Лилиана Антонова – одна из педагогов, которых чествовали на мероприятии. Ее наградили благодарностью президента СВФУ. Лилиана Ивановна в сфере образования работает вот уже 34 года. Этот год у нас знаменателен тем, что городские школы получили очень большую поддержку для своего ремонта. У всех очень проявились такие креативные рекреации. И мы думаем, что вот эти начинания будут стимулировать наших детей на развитие и на творчество. В Якутии строятся и реконструируются школы, детские сады и новые здания в сфере образования. Одним из объектов, где завершился капитальный ремонт, является Хатасская школа на 120 мест. Ремонт и оснащение современным оборудованием проведен по федеральной программе модернизации школьных систем образования. Мы очень рады, что в этот знаменательный год у нас улучшились условия для обучения и воспитания наших обучающихся. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности главе республики Саха-Якутия Арсению Сергеевичу Николаеву, правительству республики Саха-Якутия, а также руководству городского округа город Якутск. Важнейшая задача на предстоящие годы – наращивать педагогические кадры. По распоряжению Арсения Николаева за этот год учреждены различные меры поддержки молодых учителей, педагогов, учеников, 100-бальников и стипендиатов школ. Было учреждено 3 премии учителям и педагогам якутского языка в национальных школах и в школах со смешанным типом, а также педагогу дополнительного образования. В следующем году этих премий будет уже 5 по 100 тысяч рублей педагогам города Якутска. Также учреждена премия по итогам этого учебного года для учителей естественно-научного цикла за качество работы. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения почетных работников и наставников систем образования. Их наградили медалями, почетными званиями и нагрудными знаками. Марфелина Алексеева, Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Международные спортивные игры «Дети Азии» возвращаются на родину. Они пройдут летом 2024 года в Якутске. На протяжении 2 недель столица республики станет мировым центром спорта. Юные атлеты из России и иностранных государств поборются за первые места в 24 видах спорта. На днях презентация 8-х международных спортивных игр перед дипмиссиями зарубежных стран прошла в Москве. Кто уже заявил о своем участии, знает Айсена Бурнышова. Эти игры ждут гимнастки. Чтобы все ахнули в зале. Их ждут танцоры. Мы тренируемся, планируем золото взять. А еще масс-рестлеры. На предстоящих «Детях Азии» разыграют 224 комплекта медалей по 24 видам спорта. В программе единоборство, стрельба, плавание, художественная гимнастика. Вернулся на игры танцевальный спорт. А еще спортсмены посоревнуются в традиционных видах, таких как кураж, масс-рестлинг или алыш. Это новинка 8-х «Детей Азии». Это очень правильное решение Международного комитета «Дети Азии» для того, чтобы включать традиционные и динамично развивающиеся виды спорта в программу игр, для того, чтобы с самого раннего детства спортсмены могли чувствовать себя частью большой спортивной олимпийской семьи. Крупнейшее международное событие в области детско-юношеского спорта объединит участников из регионов России и порядка 30 стран мира. Самыми крупными по числу спортсменов станут сборные Узбекистана и Казахстана. Традиционно примет участие Индия. В играх она с 2000 года. Я ценю, что мы будем выиграть максимальное золото. Мы там максимально наши силы будем там участвовать и будем выиграть.
Еще одним новшеством станет Международный форум юных олимпийцев. Он впервые пройдет в Якутске и расскажет юным чемпионам об олимпийских ценностях. Помимо спортивной и образовательной программ, на Детях Азии также пройдет и культурная часть. Это не только международные спортивные игры, это международный фестиваль, обмен информацией, обмен культур, обмен общения. Всего организаторы ожидают около 3000 участников. Прием заявок завершится 1 марта 2024 года. Видов спорта 24, поэтому страны направят боеспособные такие команды, которые по разным видам спорта. Сегодня у нас прогнозные цифры по участникам в тех или иных видах спорта имеются, поэтому будем ожидать. Мы рады любому количеству. Свое начало Дети Азии берут из нашей республики. От истоков к вершинам. Так называют возвращение игр на родину. Впервые они прошли в 1996 году. За 27 лет Дети Азии воспитали сотни спортивных звезд. Например, бронзовый призер Олимпиады 2008 года Георгий Балакшин или лучший баскетболист России и мира Михаил Гюнтер начинали свой путь именно на играх. 8-е Дети Азии пройдут в Якутске с 24 июня по 7 июля следующего года. Республика и почти 30 стран мира станут свидетелями не просто спортивных соревнований, но и праздника дружбы и мира, ярких побед и триумфов. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Биатлон в школу, биатлон в ГТО, биатлон в колледж, аквабиатлон. Именно так звучит название движения, в котором развивается новый вид спорта – аквабиатлон. В столице республики прошли соревнования по данному виду. Подробности в следующем материале. Аквабиатлон включает в себя два вида спорта – плавание и непосредственно сам биатлон. В Якутии соревнования проходят впервые и были организованы в рамках 3-го съезда работников физической культуры и спорта. Участниками являются не профессиональные спортсмены, а люди, занятые в сфере физической культуры. Аквабиатлон – это пловец, например, участник соревнования, аквабиатлонист, сначала проплывает 25 метров, поднимается, садится за стол, там лежит ружье с лазерным прицелом. Стреляет в мишень 5 раз. И на этом заканчивает. География участников разнообразна. В аквабиатлоне заявлено 6 команд по 3 участника. Составы сформированы по уровню развития в улусе спорта. Один район мог выдвинуть одного участника независимо от пола. Таким образом, в одной команде находятся представители 3 разных улусов. Как поделилась участница соревнования Наталья Стукунева, она никогда не участвовала в таком мероприятии. Мне стало очень интересно. Впервые это мероприятие такое проходит, довольно интересно. Аквабиатлон очень необычное. Я думаю, что это замечательная такая акция, мероприятие такое, которое сближает команды. Мы друг друга узнаем с другой стороны. Потому что здесь собрались представители разных районов, разных улусов. И в одной команде могут быть представители разных улусов. Например, в команде до 3 человек из разных районов может быть. Как отметил директор Центра адаптивной физкультуры и спорта Нюргун Иванов, аквабиатлон проходит в виде эстафеты, где победителем становится та команда, у которой лучшее время. Соревнование по новому виду спорта способствовал тот факт, что в Якутии имеется бассейн, подходящий для этих целей. Во-первых, скажем так, это новый вид спорта, который мы начали продвигать у нас в нашем регионе. Эта идея пришла у нас по личному поручению нашего министра спорта Леонида Николаевича Спиридонова, потому что после принятия участия в Международном форуме «Россия – спортивная держава» мы решили здесь тоже продвигать этот вид спорта. Очень интересный вид спорта. По итогам соревнований 1-е место заняла команда, объединившая представителей Алекминского, Вилюйского и Среднеколымского улусов. На 2-м месте расположились делегаты из Амгинского, Усьмайского и Верхоянского улусов. 3-е место по аквабиатлону забрали участники команды, в которую входят Мегино-Кангаласский, Горный и Устьянский районы. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. В Центре спортивной подготовки «Триумф» прошел традиционный бал чемпионов, в котором выявили 10 лучших спортсменов Якутии по итогам уходящего года. Легкоатлетка Сардана Трофимова возглавила 10 лучших спортсменов. Борец вольного стиля Аял Лазарев по итогам года занял 2-е место в рейтинге. На 3-м месте оказалась действующая чемпионка России в личном и командном зачетах под дзюдо Аина Моисеева.
Нынче у нас очень удачный год, можно сказать. Наконец-то мы вышли на международный уровень соревнований, поэтому вы все, наверное, знаете, что Сардана заняла 3-е место на Азиатских играх, и еще на чемпионате Азии тоже 3-е место заняла. И поэтому мы очень тоже рады, что у нас наша работа оправдалась. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике, за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.